Прывітанне ўсім, хто глядзіць сёння стартапніцу. Гэта стрым, мы ў жывым эфіры. Сёння мы размаўляем пра такую неад'емную частку чалавечага жыцця, як расстанне, і пра тое, як яго лягчэй перажыць з дапамогай праекта XME. На сувязі з намі заснавальнік XME Тимофей Бімбат. Прывітанне, Тимофей. Привет. Як звычайна, Юлія няхай таксама на сувязі з Еўрарадыё, калі ў нас гаворка ідзе пра стартапніцу. Рады бачыць цябе, Юлія, прывітанне. Взаемно, прывітанне. Ну, Тимофей, давайте не будем тягнуть. Распавядзіце, калі ласка, што за XME, якую праблему і як ён прызначаны вырашыць. Адно, што перад тым, як вы пачнеце, нагадаю, што стрым жывы, можна задаваць пытанні, калі ласка, у каментарах на Ютубе, у іншых соцсетках, дзе вы бачыце яго, і мы іх пераадрасуем Тимофею, а магчыма, на нешта і зможам адказаць самі. Ну, теперь, Тим, вам слово. Окей, спасибо. XME — это визуальная новелла, которая помогает пережить расставание с помощью психологических техник, библиотерапии, когнитивно-бихевиоральной терапии и медитации mindfulness. В общем, это приложение, игра фактически в стиле Romantic Club или там Love Sick, такого рода известных приложений, только полезное, скажем так. Пользователь просто читает историю. У нас пока история для мужчин про расставшегося парня, которому плохо, и он как-то попадает в какие-то ситуации, как-то из них выбирается, и постепенно всю историю переживает расставание теми или иными способами. Эти способы определяет пользователь, то есть там интегрировано несколько психологических опросников фактически прямо в текст. И когда пользователь выбирает, что ответить в диалоге с каким-нибудь персонажем, история по этим данным адаптируется под него, и чувство персонажа становится все больше похоже на чувство пользователя. Между делом у него заканчивается энергия, бриллиантики, как и в другого рода играх, и пользователю предлагают их восполнить, пройдя медитацию или сделав упражнения какие-то полезные. Вот. И в комплексе это должно помочь пережить расставание. Такой вопрос. Вот вы сказали, что на каком-то этапе вот эта история, она становится персонализированной. А от чего зависит вот, поворот сюжета? Как вы тестируете, что в конкретном случае нужно предложить именно такое решение? Это довольно просто на самом деле. Мы взяли различные теории психологические. Пока мы базируемся еще на двух. Первая — это теория привязанности Джона Болби. Это значит, что отношения могут быть условно либо тревожными, либо избегающими. Там есть больше вариаций, но мы взяли только эти. Тревожный тип привязанности в отношениях — это когда человек скорее склонен ревновать и боится потерять своего партнера, а избегающий — это когда человек склонен сохранять независимость, и там такое, чем ближе свадьба, тем страшнее становится. Чем ближе отношения, тем сложнее. Плохо и в том, и в другом случае. Вот это вот базис, на котором все держится. А дальше мы используем пятифакторный опросник личности фактически. Там экстраверсия, интроверсия, вот эти все дела, импульсивность или склонность удерживать переживания. То есть это уже скорее образ личности того, кто проходит. То есть сначала выясняем, какие отношения, а потом в зависимости от типа личности, как человек в этих отношениях себя ведет. То есть там получается 16 вариаций. Прикольно. Можно сказать, что расстание — это такая штука довольно типовая. Вот ей можно раскласти на там 16 вариантов, да, на, не ведаю, 32. Не, на самом деле вариантов гораздо больше, но я стараюсь делать так, чтобы мы покрывали самые типичные. Я, работая психологом, могу вычленить самые типичные, потому что я работаю в основном с расставаниями и в основном айтишников. Так вышло. Да, конечно. И як рынок великий? На самом деле, да, я решил сделать это приложение, потому что последние 6 лет, начиная с самого первого моего клиента, ко мне приходят айтишники в основном расставаться. Они либо уже в процессе, либо вот-вот начнут. Наверное, скорее характеристика меня какая-то, но я проводил интервью с другими психологами, КСДФ-интервью,
и выяснил, что у всех там примерно от 40 до 70% клиентов, они приходят, когда расстаются с кем-то. И это вполне логично, потому что это такая очень интересная ситуация, когда в самом начале чувств много, колбасит так, что ого-го, но при этом как бы формально все хорошо. То есть у человека есть работа, есть какие-то достаточно прочные связи, просто социальный статус меняется, меняется отношения с близкими, с друзьями. Ну, то есть надо быть уже не парой приходить к друзьям, а как отдельная единица и так далее. В общем, колбасит изрядно, и тогда же выясняются обычно какие-то истории уже глубинные там, из детства и так далее, с которыми в основном и работают психологи. Но у меня получилось так, что есть большой какой-то объем клиентов, которым в реальности это все и не нужно. То есть они приходят ко мне буквально на несколько сессий, ну там от 4 до 8, типа такого, и уходят вполне себе довольны со счастливым расставанием, потому что в глубину у них запроса нет лезть. Им просто плохо прямо сейчас, и вот этот вот прямо сейчас мне как психологу интересно, чтобы закрывало приложение, потому что я ориентирован на скорее там, глубинную длительную работу и какие-то серьезные изменения в жизни. И такого рода запросы вполне закроют приложение. Это такая хуткая психологичная допомога. Да, так и есть. Это быстрая психологическая помощь. Пробачь, Юля. А вот такой момент у вас на сайте после, скажем так, того, как человек хочет оформить уже предварительную запись на приложение, предлагается такой небольшой чек-лист 5 «да» и 5 «нет» на первом этапе расставания. Можете вот в целом рассказать вообще, каковы типичные ошибки во время расставания, может быть, 3 «да» и 3 «нет» для нас? Да, очень просто. Первое, что делают многие, это вот прям типичная история. Начинают исследовать все соцсети своего партнера или партнерши. Ну и, конечно же, ничего хорошего они там не узнают, и им от этого становится только хуже, как правило. Вот прям, мне кажется, самая большая ошибка. Ну и, соответственно, как антипод этого гораздо лучше вообще не сидеть в соцсетях, ну, в смысле, не пытаться там кого-то найти, а просто заниматься своей жизнью, общаться с друзьями, выстраивать новые социальные связи или, я не знаю, работать работу, как-то так. Вторая история довольно любопытная. Особенно мужчины, многие уходят в работу с головой, в работу и игры. Вот это тоже то, чего не стоит делать, потому что вот те люди, которые приходят ко мне на 4 там, сеанса и им легчает, как правило, это история про то, что люди расстались, и этот парень или девушка, но в основном я с парнями работаю, просто бесконечно начинают играть, плохо спать ввиду этого, ну, потому что играют они после работы, голубой экран, много дофамина, поздно ложатся спать, поздно ложиться спать долгое время, ну, там, типа в 2-3 часа ночи рано там как, ну, или относительно рано вставать, это такая быстрая дорога в депрессию. Про это есть достаточно много исследований. И вот в этой такой субдепрессивном состоянии они ко мне приходят. Вот. Либо они ударяются прямо в трудоголизм, типа там, по 12 часов работать, ну и как бы там тоже начинается какая-то субдепрессивная история про выгорание, начало выгорания. Ну вот. Так, 2. Ну і ў прынцыпе круто. У кожнай з гэтых гісторый я пазнаў сябе на пэўным этапе свайго жыцця, ну таму што расстанне такая штука, калі яшчэ хто-небудзь у сваім жыцці не перажыў, дык відаць гэта проста пытанне часу. Вот. Да. Вось Экско, гэта ўсё ж такі Эксмі. Гэта прылада, якая разлічаная на аднаго чалавека ці на дваіх. То бок ўсё ж такі гэта нешта індывідуальная гісторыя, ці можна працаваць удвох неяк вось з гэтым кейсам расстання? Нет, это рассчитано только для одного человека. Ну и важно, чтобы это было для одного, потому что каждый переживает свое расставание очень индивидуально. Кто-то сразу же начинает искать себе нового партнера, кто-то может годами не подходить к противоположному полу или своему полу, в зависимости от предпочтений.
Вот. И это всегда очень индивидуально. До речі, ось я випадково, пробачте, і знов вклінюся, да, ось я зараз випадково переблытаў назву, да, тому што ёсць такі праект, які называецца Exco. Гэта даволі дарагі шаблон для того, каб рабіць квізы, тэсты, да, ну і у тым ліку сродкі масавай інфармацыі ім карысталіся, пакуль быў там пробны перыяд і так далей. Ну, толькі заможныя людзі могуць сабе яго дазволіць. А вось расшыфруйце назву свайго проекта XME. Бывший я. Ну, то бок X і Me. Так, і ну як ви вибирали, як ви йшли да яе, магчыма, якія былі іншыя варыянты, і вось чаму вы спыніліся на гэтым? Бо мне здаецца, што ну таксама як і я, шмат хто можа ну там неяк не так запомніць, памыліцца. Чаму гэты варыянт менавіта? Это довольно просто. На самом деле там было около 20, наверное, вариантов. Мы даже... 20? Да, мы обращались к креатору, потом фильтровали эти варианты на предмет того, что есть уже в маркетах, в каком виде, что это такое. И нам просто, ну, всей команде нашей показалось, что это как-то тот вариант, который отражает суть проекта. Бывший я — это я в состоянии бывшего. Ну и с другой стороны, бывший я — это, знаете, очень про психологию, потому что это то, что происходит с людьми после каких-либо изменений. Мне часто так клиенты говорят, вот бывший я бы поступил вот так, но сейчас нет, я так не буду. Символизуя некое обновление. Да. Ну вот такой у меня вопрос возник. Все-таки вы для себя как определяете эффективность работы приложения? Это то, что человек, скажем так, спустя какое-то количество сессий, он перестает думать о своей бывшей девушке, да? Кстати, только о девушке, может быть, о партнере, либо же это готовность уже к новым отношениям? Первый вариант скорее про новые отношения. Я думаю, что это будет наша следующая история. Ну, на самом деле, это тоже большая проблема для многих. Вступить в новые отношения и проблема выбора и понимания того, чего хочется от отношений. Да, наша задача в рамках вот именно этого приложения помочь просто пережить расставание, то есть сделать так, чтобы жизнь стала как-то достаточно комфортно, человек чуть лучше себя понимал, какие-то свои эмоции, переживания. Мы большой акцент делаем на эмоциональный интеллект на примере кейсов истории самой новеллы. Вот. И ну, был готов как-то просто жить дальше. Искать себе нового партнера или не искать, это уже выбор каждого. Но про нового партнера, да, скорее всего, следующая история будет про него, про то, как найти. Ну и на каком этапе получается сейчас ваше приложение? То есть что оно уже имеет делать? За сколько сеансов можно перестать думать о своей бывшей девушке? И находиться вот в этом режиме, кстати, даже есть такой термин, называется он орбайтинг, то есть двигающийся по орбите. Но это обычно вот люди даже могут в соцсетях, ну, в дейтинговых приложениях отмечать, когда вот партнер не может определиться с серьезностью намерений, то и появляется в жизни, то исчезает, и при этом мониторит ваши соцсети, как подорвано лайкает каждый пост. Вот. Даже есть название этого состояния. Да. Вот наша задача как раз сделать так, чтобы этого не произошло, или если оно происходит, то прекратилось. Мы выходим в прод в конце августа, начале сентября, вот где-то так предварительно. У нас будет контента в самой первой версии на где-то 2 недели игры. И в зависимости от метрик мы будем либо исправлять то, что есть, либо расширять. Ну, вообще, скорее всего, конечно, одновременно. И, собственно, да, там есть история, которая покрывает 2 характеристики личности. Это вот та самая тревожность избегания и экстраверсия и интроверсия, потому что это тоже очень сильно влияет на то, как расходятся люди. Ну, насколько они могут там обратиться к друзьям или не могут, потому что в зависимости от того, экстраверт или интроверт, зависит количество этих самых людей и способность спросить помощь чаще всего. И у нас есть несколько простых техник. Это пара медитаций
и буквально пару упражнений. Для старта этого достаточно, для того, чтобы просто отвлечься и переключиться. Ну, медитация у нас предназначена просто для того, чтобы справляться с переживаниями, просто их чувствовать и ничего не делать, ну и учиться концентрироваться на чем-то. Это очень важно в самом начале, потому что первый этап — это там отрицание, а второй — агрессия. Ну, это условная агрессия по этой шкале. Не шкала, это правильно сказать. 5 принципов, да. Нет, 5 ступеней, 5 этапов. Вот. Но чаще всего это про совершенно разные какие-то эмоции, всегда они сильные и негативные. Ну, в смысле, там, безнадежность, отвращение, гнев, ярость, просто злость, тревога. Ну, у кого как. И вот эта часть, она самая сложная, и медитация как раз для нее. И у нас есть еще простая штука, которая называется «Три благодарности». Это вспомнить, кому ты благодарен сегодня, за день. Это часто важно, чтобы помнить про свои какие-то ресурсы, про людей, которые есть рядом. Если ты пишешь про то, что спасибо маме за то, что она со мной поговорила, или спасибо другу, то ты помнишь, что они у тебя есть. Вот. Какой-то такой простой набор на 2 недели. А потом мы будем расширять это до 3 месяцев, потому что среднее такое количество времени, необходимого для правильного переживания расставания, это около 3 месяцев. Ну, на самом деле, первого этапа. Вообще-то есть еще история про то, что иногда переживание расставания может занимать до половины того срока, который человек был в отношениях. А как вот с точки зрения психолога можно объяснить, когда эксы появляются спустя много лет? Вот 10 лет ни слуху, ни духу, и тут он появился, что-то хочет. Это что вообще? Ну, по моему мнению, так, скромному. Чаще всего это история про то, что вспомнилось что-то хорошее, что было в тех отношениях, и оно было либо недосказано, либо это то, чего очень не хватает сейчас в жизни этому человеку, который появился. Типа, вот я помню, 10 лет назад мы встречались с девушкой, так прекрасно гуляли по пляжу где-нибудь там на Минском море, и было как-то так хорошо, и светило солнышко, и это то, чего бы мне сейчас очень хотелось во всей этой мрачной обстановке. И, конечно же, мозг тогда сразу же подкидывает эту девушку, что ага, вот там такое можно найти, надо там поискать. Ну, конечно, вряд ли найдется в реальности, но обычно это так работает. Мне здаецца, што ты пачала выкарыстоўваць наш эфір для того, каб як зручны момант задаць практыкуючаму псіхолагу свае пытанні, якія цябе хвалююць. Вось я могу памыляцца, канешне. Ну але з іншага боку, чаму б не? Сябры, мы размаўляем пра расстанні, як правільна расставацца. Наколькі я зразумеў нашага суразмоўцу Тимофея Бимбада, заснавальніка стартапа XME, у прынцыпе гэта як бы перажыць расстанне, гэта не складаныя інструменты дапамагаюць. Гэта як зарадку раніцамі рабіць, у прынцыпе, ну, нейкая матывацыя, вось зафіксаваць нейкія падзякі, якія паднімуць настрой і нагадаюць пра тое, што ў чалавека ёсць сябры. Вось, ну, але хто з нас робіць зарадку добраахвотна па сваім жаданні кожную раніцу, і для каго гэта зусім не цяжка, да, і не трэба сябе прымушаць. Мне здаецца, што, канешне, такія людзі ёсць, але не ўсе. І таму вось, ну, якраз хацеў сказаць, што вельмі цікава спазіцыянавана прыкладанне, да, то бок яно дапаможа рабіць гэтыя нейкія абсалютна простыя, абсалютна дасяжныя крокі. Вось. І пра што я хацеў запытацца, да, вось мы ўжо сказалі, што гэта хуткая дапамога, да? А вось псіхолагу цікавей працаваць з цяжкімі выпадкамі, да? Ну, я так зразумеў, да? То бок, ну, для вас гэта мае нават нейкі іншы сэнс скінуць сябе, ну, нейкую частку такіх выпадкаў, якімі займацца не вельмі цікава. Ну, але вось у цяжкіх выпадках жа нашмат больш адказнасці. Ну, і мне здаецца, што прасцей неяк зарабляць грошы, дапамагаючы людзям там за 4 сеансы і адчуваючы пасля іх падзяку адразу, так? Чым вазіцца месяцамі з нейкімі, ну, вось такімі сур'ёзнымі кейсамі і кліентамі, і пасля яшчэ не ведаеш, чым гэта ўсё скончыцца. Што вы скажаце на гэта?
Ну, не, на самом деле это не так. Я, да, наверное, должен дополнить здесь еще. Есть важный компонент вот всей этой нашей истории. Ну, и игры, и истории, которая в ней. Там главный герой ходит к психологу, и мы на самом деле показываем, чем психология помогает, как она помогает. Там практически живые диалоги, которые я сам иногда слышал, иногда сам произносил, участвовал. Вот, то есть, ну, прям показываем, как работает психология, потому что, ну, точно там будет довольно много людей, которые, особенно парней, для которых психотерапия стигматизирована, и мы просто с помощью этой визуальной новеллы покажем, как это работает и чем это помогает на примере главного героя. Вот, а мне как психологу гораздо выгоднее понимать, что вот мы договорились там на какую-нибудь работу на полгода, на год, и у меня есть какое-то постоянное время зафиксированное в графике, чем когда это кейсные там 4 встречи, я тогда не понимаю, что с ним делать. И мне гораздо удобнее, когда это что-то длительное. И тут стоит отметить, что это не про то, что это какие-то серьезные случаи, это скорее про то, когда у человека появляется еще какой-то запрос. Ну, типа, мы расстались, окей, я пережил, ну что дальше? Теперь мне там, например, стрёмно влезть в такие же отношения, и дальше мы вот начинаем выяснять, что там было не так в отношениях, что делал мой клиент, что делал его партнер, и как это на него влияло. И, в общем, мы начинаем изучать это все. И, конечно, оно там все тянется из детства чаще всего или из каких-то убеждений непонятно откуда взявшихся. Ну, то есть это не про серьезный случай, это скорее про глубину и необходимость. Но чаще всего это людям не нужно, и вот тогда мне гораздо удобнее, чтобы они, конечно, просто поиграли в игру и получили удовольствие, и им помогло. Цікава, хто займаецца. Вось вы кажаце, што дыялогі з практыкі, да, але я бачыў сярод тых, хто працуе над праектам, у вас ёсць сапраўдны там пісьменнік Андрэй Дзічэнка. Да. Вось, і ён, вось як гэта, да, з аднаго боку ўсё у вас у галаве і у вашай практыцы, да, з іншага боку ён нешта прыдумляе, афармляе, да, як все гэта адбываецца? Ну да, это очень интересный процесс. У нас уже есть MVP, который мы успели проверить на фокус-группе. Ну, то есть я просто давал людям телефон с приложением, и они играли. Я смотрел, как у них это происходит. И оказалось, что те, кто вот непосредственно в острой фазе переживает развод или расставание, это единственные люди, которые доходили до конца. Но был большой процент, которым как-то так еще типа плохо, не очень сильно, и отношения закончились уже достаточно давно или не очень, кажется, что не очень болезненно. И вот они очень быстро вылетали из игры. И таким образом в нашей команде появился Андрей Диченко. Андрей Диченко очень круто умеет придумывать истории, которые цепляют. И надо сказать, что с художественной точки зрения там все прекрасно. От истории невозможно оторваться, она все еще про расставание. Диалоги с психологом пишет психолог. Вот Андрей прям такой, типа, ребята, это вам, я там ничего не понимаю. А вот весь экшен, который происходит с главным героем, какие-то там драки в баре, флирт с медсестрой, и вот это вот все, это то, что пишет Андрей Диченко и делает это очень хорошо. Круто, такая супраца псіхолога і пісьменніка, яка дапамагае гейміфікаваць, я не ведаю, ці як гэта сказаць, неважна. Ладно, карацей, зрабіць гэты працэс такім больш цікавым і дасяжным. А колькі ўвогуле псіхолагаў працуюць над праектам? Гэта толькі вы ці ёсць нейкі іншы досвед іншых дактароў? Вось, і увогуле як гэта вот? З медычнага гледзяшча, да? Окей. Да, над проектом с точки зрения психологии работаю я и моя коллега Анна. Анна, она помимо того, что психолог, она еще 12 лет как редактор и писатель фэнтези. Вот. Все крыху письменники, все ж таки. Да. То есть у нас очень специфическая в этом смысле команда, потому что так или иначе с психологией связаны абсолютно все. То есть кто-то проходил курс психотерапии, кто-то проходит, кто-то практикует медитации несколько лет.
И, в общем, мы все глубоко в теме, прекрасно понимаем, как это бывает и зачем это делать. Вот. Но я задаю скорее какую-то такую стратегические цели, потому что я вообще не писатель, я психолог-айтишник на самом деле. Я проекты умею делать, я менеджер проектов. Вот. Выбираю всякие инструменты с научной точки зрения, потому что, опять-таки, магистр наук и кандидатскую когда-то писал. Не написал, правда. Да, я тот парень, который писал кандидатскую по прокрастинации и не написал. Вот, это про меня. И, соответственно, в историю с точки зрения художественной заворачивает Андрей Диченко, всю психологическую составляющую добавляет Анна, потому что она умеет, она умеет описывать эти истории, у нее свой большой опыт психотерапии, в смысле, как психотерапевта. Вот. А я выбираю просто подходы, по которым это будет развиваться. Тимофей, не могу не задаць пытанне, вось у гэтым праекце на якой стадыі з'яўляюцца грошы? Я не думаю, что гэта просто ўсё альтруізм, да? Хотя мы уже высветлілі, что вы свае мэты таксама пераследуеце, да? Там згрузіць кейсы больш простыя на штучны інтэлект і на прыкладанне. Але нельга ж патрабаваць з чалавека, які толькі што перажыў расстанне, які знаходзіцца ў расстроеных пачуццях, адразу там плаці, і мы табе дапаможам. Як это выглядает? Да, у нас будет монетизация по модели фримиум, так же, как и у большинства подобных игр. То есть ее можно очень долго проходить бесплатно или за несколько $, купить себе бриллиантов, которых там, условно, бриллиантов на самом деле мы еще не решили, какая это будет валюта. Может быть, сердечки или звездочки. Вот, за которые можно докупить контента или... Да, там будет возможность просто ускорить процесс, то есть читать, условно, не 15 минут в день, а там несколько часов, и быстрее прочитать историю. Можно будет за эту валюту покупать отдельно диалоги, типа «А что о тебе думает твоя бывшая?» в рамках персонажа. Или что в голове у психолога, когда он с тобой разговаривает. Вот такого рода отдельные ветки почитать. Или купить подписку. Вот. Это все будет очень дешево, гораздо меньше по деньгам, чем я беру за сеанс, прямо скажем. Цяпер мне ўжо ваш проект нагадвае такую кнігу. Да. Насамрэч ёсць некалькі раманаў у сусветнай увогуле літаратуры. Рэальна, я ведаю там толькі 2, мне здаецца, дзе людзі вандруюць, то бок можаш ты перайсці з гэтай старонкі не лінейна, да, а на нейкую іншую, да, і вось заплаціць грошы, каб перайсці туды, а не сюды, ці там атрымаць нешта дадаткова, гэта, конечно, цікава. Проект кніга, прыкладанне пра расстанні. Юлія, ці ёсць у цябе яшчэ важныя пытанні да Тимофея? В целом мы, наверное, все уже проговорили, совсем мало времени остается у нас. Все да? так. Какой-то, давайте, может быть, call to action, да, то есть, получается, в конце августа вас можно будет скачать, где именно, для каких мобильных устройств будет доступен вот таким Для всех, на самом деле. Мы разрабатываем сразу для iOS и Android. Вот. То есть доступно оно будет везде, сразу где-то в августе, либо в начале сентября это будет доступно во всем СНГ, так как мы сейчас пишем на русском языке, потом будем переводить на английский и идти в Европу и Штаты. В принципе, вы бачыце перспектывы не толькі для нашего такого славянского рынка расстанняў. Расстанне, наколькі, дарэчы, універсальная штука. Цікава. Вот честно, я не знаю. По моим ощущениям, из того, что я вижу там из кино, литературы и так далее, оно довольно универсальное. Люди ведут себя каким-то очень похожим образом во всей западной культуре. Поэтому мы берем наиболее такие общие
для, условно, нас, американцев, вещи, которые может делать главный герой, и добавляем их. Я надеюсь, что оно будет универсально, но, скорее всего, конечно, нет, и нам нужно будет корректировать это, согласовывать с какими-то психотерапевтами из Штатов. И это какой-то вот следующий этап, поэтому мы сразу же идем на русскоязычный рынок, потому что там я понимаю, как это работает, каждый день с этим работаю. А вообще как-то с инвесторами есть с их стороны интерес? Да, у меня есть несколько, так сказать, переговоров в процессе с ангелами-инвесторами. Ну, конечно же, все хотят очень видеть метрики, и я их прекрасно в этом понимаю. Поэтому я думаю, что какая-то активная фаза будет как раз после релиза, когда станет понятно, насколько пользователям интересно, насколько они остаются в приложении, покупают что-то или нет. Надеюсь, конечно, будут. Што ж, сябры, вельмі цікава тое, што я пачуў літаральна хвіліну таму, пачуў доказ сваёй такой падспуднай думцы, што ўсё ж такі расстанне гэта штука універсальная. Падаецца, канешне, што менавіта твая гісторыя, яна непаўторная, абсалютна унікальная, тое, што перажываеш ты, калі з некім развітваешся, гэта абсалютна нешта непаўторнае. Вось, але можа гэта нават і дапамагае жыць. Вось гэтая здагадка, тое, што такое здараецца, з гэтым працуюць, гэта можна прадставіць у выглядзе мабільнай праграмы, якая дапамагае з гэтага стану выйсці. Якраз пра такую мабільную праграму, якая называецца XME, мы сёння размаўлялі ў стартапніцы. Рынак, дарэчы, для яе, мне здаецца, вельмі вялікі. Наш суразмоўца Тимофей Бимбат працуе збольшага з айцішнікамі, але вось я зараз прыгадваю статыстыку пра тое, што ў Беларусі разводаў адбываецца, мне здаецца, 54%. 54, то бок ад шлюбаў, да, то бок гэта вельмі актуальная праблема, вельмі вялікі рынак, і людзі, якія вось апынаюцца ў гэтай сітуацыі, ну а колькі яшчэ расстанняў, уласна кажучы, без разводу адбываецца, да, вось яны цяпер, а дакладней, вось засталося пачакаць чуть-чуть, реально чуть-чуть, канца жніўня, пачатку верасня, яны атрымаюць эфектыўны інструмент дзеля таго, каб з гэтым станам неяк справіцца, скажу штампам, перагарнуць старонку, скажу яшчэ адным штампам, абнуліцца, вось, і ўжо неяк далей са спакойнай душой, са спакойным цвярозым розумам думаць пра наступнае жыццё. Дзякуй вялікі, Тимофей, што прыйшлі да нас у стартапніцу, ну так, прыйшлі віртуальна, але гэта знак часу. Дзякуй, Юлія, што таксама дапамагла весці, ці гэта я дапамог табе весці гэты эфір, тут ужо неважна. Вось, Юлія Нехай, Павел Свердлоў, наш размоўца Тимофей Бимбат, праграма XME, стартапніца, калі ўсё будзе добра, у наступную пятніцу пачуемся і пабачымся ізноў. До побачення. Спасибо. Пока.